Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы покажем водителя, сладко уснувшего в своей машине после совершенной аварии. Выйди, пожалуйста. Форточку не надо мне открыть. Перед тем, как сесть за руль, мужчина выпил не меньше бутылки крепкого алкоголя. Расскажем, почему велосипедистом заинтересовались полицейские. А как называется велосипед ваш? Ой, я по-английски читать не умею, врать не буду. И чей это все-таки транспорт? А также поиски завершены. Они просто, наверное, нашли вот этот телефон на месте происшествия и засунули ему в карман, чтобы улик не было. Мужчина найден мертвым через 2 недели после пропажи. Это и не только прямо сейчас. Нетрезвый водитель Део Матис врезался в «Шкоду» на Горьковском шоссе. Мужчина не стал скрываться и терпеливо дождался сотрудников ГИБДД. Отказываться от прохождения экспресс-теста на алкоголь также не стал. Когда необходимые процедуры были закончены, он закрылся в салоне автомобиля и уснул. Эвакуировать машину со спящим внутри человеком инспекторы не могли, а потому попытались в буквальном смысле достучаться до него. К чему это привело, расскажет Айгуль Батрудинова. Я в светофоре остановился, через некоторое время ехала машина. То, что на месте аварии ему придется задержаться надолго, водитель «Шкоды» понял не после того, как в его машину сзади врезалась микролитражка, а после общения с водителем «Матиза». От мужчины, управлявшим автомобилем «Део», исходил сильный запах спиртного. Да он и сам всем своим видом давал понять, что этот вечер без спиртного у него не обошелся. Прибывшие на место инспекторы удостоверились в этом с помощью алкотестера. Результат почти 1,5 миллиграмма чистого алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Выпил мужчина не меньше бутылки крепкого спиртного, предположили автоинспекторы. Сам он рассказать об объемах возлияния не мог. Водитель просто уснул, закрывшись в салоне своей машины. Ему дали поспать и разбудили, правда, с трудом. Только тогда, когда на место приехал эвакуатор. Выйди, пожалуйста. Форточку не надо мне открыть. Я говорю, Саша, выйди, пожалуйста. Все, давай, выходи. Мужчина был недоволен тем, что его разбудили, а потому покидать свою машину не спешил. Эвакуировать автомобиль со спящим внутри человеком инспекторы не имели права. А потому стали уговаривать водителя покинуть автомобиль. После длительной беседы мужчина все же согласился с доводами сотрудников ДПС и вышел на улицу. Автомобиль отправился на штрафстоянку. Теперь нетрезвому автомобилисту грозит лишение прав и крупный штраф. Айгуль Батрудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, «Вызов 112». Volkswagen Polo опрокинулся на бок на проспекте Победы. По рассказам очевидцев, мужчина на высокой скорости заехал колесом на бордюр, после чего водитель полностью утратил контроль над машиной. Иномарка зацепила столб и спровоцировала столкновение еще с 2 автомобилями. Подробности в материале Ленара Гинатуллина. Это просто жесть. Это первые минуты после аварии, снятые на телефоны проезжающими мимо автомобилистами. Volkswagen Polo после столкновения опрокинулся на бок. 20-летний пассажир немецкой иномарки получил ушибленную рану левого века, ушиб и ссадины мягких тканей лобной области, но отказался ехать в больницу. Сильнее пострадала 23-летняя пассажирка Opel Corsa. А скоро не поедете, что ли? Я жду 2 часа ездить на скорую. Приехал еще? Нет. А какие травмы у вас? Как установили автоинспекторы, 21-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и зацепил колесом бордюр, после чего автомобиль опрокинулся и врезался в опору линии электропередачи. Затем Volkswagen отбросил на дорогу на едущий в это время там Chevrolet Lachetti. Его, в свою очередь, откинуло на Opel Corsa. Кто-то тут из очевидцев еще был, говорит, что типа его как кто-то подрезал. Ну, якобы, подтверждение, у него просто у него скорость была большая. Какой примерно скорость? Блин, только я езжу за рулем, я думал, у него не меньше 80, даже не меньше 90, потому что его очень сильно подбросило, удар был сильный. Доказать, что авария произошла не по его вине, водителю Volkswagen будет очень сложно. Ленар Гинатуллин, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Рено и Киа столкнулись ночью на пересечении улиц Шамиля Усманова и Кулахметова. Как рассказал водитель французской иномарки, авария произошла в момент, когда он повернул налево, не пропустив при этом встречный транспорт. Мужчина объяснил, что перед этим такой же маневр совершил другой автомобилист, и он, надеясь проскочить, нажал на газ. После этого в правую заднюю часть его иномарки врезалась Киа. В результате ДТП никто не пострадал. Еще 3 автомобиля попали в аварию на Мамадышском тракте. 2 машины стояли на светофоре, пока их сзади не протаранила 3-я. Как объяснила автоледи, подъезжая к перекрестку, она попросту перепутала газ с тормозом. Чем это обернулось, расскажет Айрат Назипов.
Тут пробка, едем тихонько, остановились. Я остановился, она нам бах сзади. За 20 лет стажа у водителя Форда это уже третья авария по одному и тому же сценарию. Всегда страдает задняя часть его автомобиля. В этот раз обошлось без сюрпризов, как и без пострадавших. По предварительной версии, Nissan Qashqai на скорости снесла Hyundai, которая откинула на Ford. Предполагаемая виновница отрицать ничего не стала. Я виновата. Я так понял, вы не заметили, что ли, или не успели включиться? Я нажал не на тот, но сама скорость. Перепутали? О причинах аварии и о мнении в целом об этой ситуации также поделилась пассажирка автомобиля Ford. Женщинам нельзя за рулем. Нельзя? Нельзя. Нафиг. Это стала плакать, плачет и плачет, плачет. Ничего не может делать. Да, сначала вот так, как сидела, да потом стала тоже плакать. Еще ребенок есть. Пусть воспитывают, детей рожают. Все участники ДТП остались дожидаться на месте сотрудников госавтоинспекции. Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112. Подозрительный велосипедист привлек к себе внимание полицейских на улице Мусина. По предварительной версии, мужчина, управляя двухколесной техникой, вилял из стороны в сторону. Когда стражи порядка попросили его остановиться, лишь прибавил ходу. Что он скрывал, выяснил Рамиль Шайдулин. Я ехал, мне полицейский орет: стойте, молодой человек. Я газу прибавил на велике. Вот только уехать от полицейских мужчина не смог. Совсем скоро его догнали и остановили. Для избежания дальнейших попыток скрыться заковали в наручники. Я поехал в ломбард, сюда на квартиру заложить его. Свой велосипед заложить? Да, на 10 дней. Сам он рассказал стражам порядка, что просто ехал из центра домой, в Кировский район. Никого не трогал. И тут на его пути появились люди в форме. А зачем сразу не остановились? Пьяный, говорю же, пьяный был. Был бы трезв, сразу тормознул бы. Брать не буду. Однако у стражей порядка к мужчине возник ряд вопросов, самый важный из которых, чей же все-таки это велосипед. Задержанный утверждал, что это его личная собственность, но ему полицейские особо не верили и заподозрили велосипедиста в краже чужого имущества. А чей велосипед вообще? Мой. Это мой велик, да, вон там стоит. Да его 2 раза перевернули. А как называется велосипед ваш? Ой, я по-английски читать не умею, врать не буду. Установив личность мужчины, стражи порядка выяснили, что за плечами у него же есть судимость. Ранее он попадался на краже. Говорят, чуть ли не серийный вор вы тут, нет? А нет, чё? Серийный вор какой? Это... Серийный вор, это что обозначает? Это он, не знаю, там у него и кража, судимости. А я так. Чей же это велосипед, теперь предстоит установить стражам порядка. Если выяснится, что транспортное средство задержанному мужчине не принадлежит, вполне возможно, ему придется отвечать за кражу чужого имущества. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112. Тело 39-летнего мужчины, пропавшего 5 ноября, нашли недалеко от села Большое Афанасово, где он жил. Мужчина почти 2 недели назад ушел на работу и пропал. Ушел, как выяснилось, совсем недалеко. Версии его гибели рассматриваются самые разные. Но мама погибшего уверена, это убийство. Ее аргументы услышала Юлия Муратова. Для экспертов-криминалистов важна каждая деталь. Место, где нашли тело, оцепили. От выводов пока воздерживаются. Но родственники и друзья свои выводы сделали. Мама погибшего уверена, сына убили. Они просто, наверное, нашли этот телефон на месте происшествия и засунули ему в карман, чтобы улик не было. Не может телефон быть грязным в кармане. Погибший 39-летний Андрей Казимаслов. Мужчина вышел 5 ноября из дома в селе Большое Афанасово и не вернулся. Его искали полицейские, родственники и волонтеры. Тело мужчины нашли недалеко от церкви. С горы как раз начали спускаться, все овраги прошли. Братишка по той стороне пошел, я по этой стороне пошел. На месте работали инспекторы ГИБДД. По одной из версий, мужчина могла сбить машина, но это не подтвердилось. Результаты судмедэкспертизы показали, сердце мужчины остановилось в день его пропажи. По какой причине, еще только предстоит установить. Юлия Муратова, Гулья Нигматуллина и Марсель Джураев. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.